Войлок, дерево, кожа, керамика, металл. Материалы, которые веками были частью казахского быта и культуры. Сегодня снова оказались в руках мастеров. Но теперь задача не просто изготовить красивую вещь. Главное – передать знания молодому поколению. В Астане в фонде «Казах Креатив Хаб» школьники и студенты осваивали традиционные технологии под руководством профессиональных мастеров в рамках проекта «Школа национального ремесла». За несколько недель 208 участников освоили 10 направлений национального ремесла, работая с профессиональными мастерами. Отрадно, что в проекте приняли участие дети с особыми потребностями. У каждого была своя причина прийти сюда. Кто-то впервые взял в руки инструмент, кто-то уже пробовал заниматься ремеслом. А для кого-то это стало первым знакомством с культурой предков через собственные руки. У нас в Казахстане около 12 тысяч ремесленников зарегистрированы, и мы среди ремесленников хотели запустить большой конкурс. Нам подавались около 300 ремесленников, нам подавались около 100 школьников, в том числе студенты колледжей и высших учебных заведений. Особенно востребованными стали традиционное ткачество и валяние войлока. На эти направления пришлось 121 заявка, почти 45% от общего числа мастеров. Отрадно, что открылась такая замечательная школа, возрождающая древние виды казахского национального искусства. Обучение войлоковалянию проходило 3 недели. Дети ни одно занятие не пропустили, были максимально вовлечены. Нас очень порадовало стремление и желание детей приобрести новые навыки. Было 4 группы детей. Один преподаватель обучал изготовлению сырмака, а 3 других – новой технике войлоковаляния. У меня на обучении было 24 человека. Младшая группа до обеда и старшая после обеда. Все они успешно получили начальные навыки работы с войлоком. Начиная с азов, дети научились работать с войлоком и изготавливать из него изделия. Здесь учили не только техники, детям объясняли историю каждого направления, показывали традиционные методы работы и, самое главное, давали возможность самостоятельно создавать вещь своими руками. Этот проект очень много дал моим детям. Мы когда шли, мы не знали, куда мы идем, знали только, что работа с войлоком, но с первого занятия они просто влюбились. Каждый день они бежали на занятия. Для наших детей это очень важно, потому что у нас очень богатая культура, традиции, обычаи. Так как мы 3 года прожили в Америке, я всегда хотела, чтобы они были причастны к вот таким вот мероприятиям, чтобы они знали, кто мы, в нашей языковой, культурной среде росли, знали истоки своей культуры, своего народа. Еще одно направление, где результат зависит от терпения и работы руками – гончарное ремесло. За несколько занятий дети впервые познакомились с глиной и прошли весь путь от бесформенного материала до готового изделия. За отведенный период времени мы провели полную программу обучения гончарному искусству. Научили детей изготавливать разные подделки и изделия из глины, кисе, тарелки, горшки, вазы. Плюсы работы с глиной для школьников – это развитие мелкой моторики, развитие творческого мышления и усидчивости, что особенно важно для особенных детей. Все дети пришли на подобные курсы впервые. И все показали отличные результаты.
моторикасын дамытуға өте пайдасы бар. Осыны айтуға болады. Одним из самых сложных направлений стало ювелирное искусство. Здесь недостаточно просто показать технику. Каждое изделие требует отдельного замысла, точности и времени. За несколько недель мастер должен был не только познакомить детей с тонкостями работы, но и помочь каждому создать собственное, не похожее на других украшение. Для меня вот эти 3 недели работы с детьми были интересными и непростыми, сразу скажу, потому что это большая ответственность, так как ювелирное дело, оно достаточно сложное. И в такие короткие сроки работать с детьми, у меня всегда очень высокая планка и амбиции, мне всегда хочется, чтобы то, что делают дети в проекте, чтобы это было максимально хорошо и впечатляло. Мы старались, чтобы изделия не повторялись. И каждое изделие было по-своему очень интересно. Ну, естественно, для этого мне приходилось готовиться к каждому уроку. Для каждого ребенка отдельно создавать, проектировать изделия, продумывать технологию, как мы это легко и быстро можем воплотить. Для многих участников эта мастерская стала настоящим знакомством с ювелирным искусством. Здесь важно было не просто познакомить детей с профессией, а дать им почувствовать себя настоящими мастерами, увидеть, как из идеи постепенно рождается готовое украшение. Несмотря на то, что дети впервые взяли в руки инструменты и взяли такой сложный материал, как металл, мы максимально давали им работу, чтобы они как можно большую часть изделия они делали самостоятельно. Вот, допустим, на примере этого браслета. Они полностью работали ювелирным лобзиком, выпиливали вручную форму изделия из металла. Далее молоточком они выковывали объем изделия, протягивали прокат полосу металла. Для родителей результат оказался не менее важным, чем сам процесс. За каждым изделием несколько часов работы, ошибки, попытки и, наконец, чувство «я смог». Мне дали направление, что есть у нас здесь Шабыт, что есть в Алмате имени Жургенева, да, художественные школы. Надеюсь, если ребенку понравится, то будем, развивать. А так она тоже занимается творчеством, рисованием. А сейчас именно вот после этих курсов мы решили посмотреть в сторону ювелирного дела. Я участвовала в этой школе с братом. Нам здесь очень понравилось. Мы изготавливали украшения, такие как серьги, кольца из серебра. В эту школу я пришла, чтобы научиться ручному труду и порадовать свою маму новыми навыками. Я научилась работать с глиной, для меня это было легко. В этой школе было место для каждого. Отдельная группа была организована для детей с особыми образовательными потребностями. Здесь творческий процесс стал одновременно возможностью развивать мелкую моторику, усидчивость и практические навыки. Но, пожалуй, самое важное – ребенок видит результат собственной работы и понимает – я это сделал сам. Я занимался эти 9 неделями войлоками. Меня родители привели, мне понравилось там. Я из войлока сделал ковер, верблюд и сумочку. 3 недели работы завершились самым приятным моментом – вручением сертификатов. Для этих ребят это не просто документ об окончании обучения, за ним первые шаги в новом для них ремесле, часы работы и собственные изделия, которые теперь останутся на память об этой школе. То, что мы хотели им дать, это в целом, чтобы у наших детей было понимание, что такое национальное ремесло в целом. В процессе обучения им было очень интересно, и они сказали, что в дальнейшем тоже хотят заниматься с этим видом. И по итогам я вижу результат их труда, и он действительно впечатляющий. Дети в полном восторге. Старшая дочь вообще не хотела возвращаться из студии. У нее перехватывало дыхание, когда она рассказывала о том, что происходило на занятиях. Вот. И младшая тоже с большим интересом, энтузиазмом ходила на занятия. За 3 недели дети освоили 10 направлений от ювелирного искусства до работы с керамикой. Но главный результат этой школы не готовые изделия.
поднимает интерес молодых людей к национальной культуре.